Мужчина погиб в результате ДТП в Ленске. Двоих пострадавших госпитализировали в районную больницу. Авария произошла в районе улицы Победы, 69. Предварительно установлено, что водитель 1998 года рождения, управляя машиной Toyota Land Cruiser 105, не справился с управлением и наехал на теплосеть, сообщили в ЕДДС Ленского района. В момент ДТП в салоне машины находились водитель и два пассажира. Один из пассажиров получил повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителя и второго пассажира госпитализировали в Ленскую ЦРБ. У владельца машины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого бедра таза, множественные ушибы и ссадины. Пассажир автомобиля получил внутричерепную травму головы и ушиб грудной клетки. Сейчас мужчина находится в реанимации. Медосвидетельствование не проводилось, так как пострадавший находится в бессознательном состоянии. Мошенник под видом сотрудника банка похитил 100 тысяч рублей у жителя Алданского района. По сообщению МВД Якутии, мужчина накануне обращался в банк с заявкой на получение кредита. Вскоре ему перезвонил сотрудник банка, перепроверил его данные и попросил ждать звонка с результатом по заявке. Затем потерпевшему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил об одобрении кредита. Злоумышленник сказал, что для перевода кредита необходимо сообщить данные карты стороннего банка, где у жителя Алданского района открыты счета. Мужчина назвал все требуемые данные, а также сообщил код СМС-сообщения. В результате мошенники похитили у него 100 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту гибели женщины и малолетних детей в селе Кресткы-Тыл Намского района. По информации Следственного комитета проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы. С места происшествия изъяты следы и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти женщины и детей, а также причину возгорания. Расследование уголовного дела продолжается. В результате пожара погибли 37-летняя женщина и дети 5, 6, 9 лет, а также полуторамесячный ребенок. В Намском районе объявили траурные дни по погибшим при пожаре с 24 по 26 октября. Полицейские Якутии задержали подозреваемых в серии дистанционных мошенничеств через Инстаграм. Их жертвами стали 4 жительницы Нюрбы. В соцсети продавалась женская одежда, при этом онлайн-магазин предлагал заманчивые скидки при условии полной предоплаты за товар. Они оформили заказы и перечислили на указанные продавцом счета деньги. Однако товаров никто так и не получил. Подозреваемыми оказались ранее судимая за мошенничество 20-летняя уроженка Республики Адыгея, которая была задержана в Краснодаре, и ее знакомый, 20-летний уроженец Республики Северная Осетия Алания, задержанный правоохранителями в Москве. В результате на рекламу недобросовестных продавцов откликнулись 4 жителя Нюрбинского района, у которых похищено более 40 тысяч рублей. МВД сообщает, что в настоящее время подозреваемые в содеянном раскаялись и возместили потерпевшим материальный ущерб в полном объеме. На трассе в Нижнеилимском районе Иркутской области автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следователи начали доследственную проверку по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственный комитет сообщает, что на данный момент произведен осмотр места происшествия и проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Поздно вечером в субботу, незадолго до наступления комендантского часа, около 200 членов неофашистской организации «Форца Нового» собрались на площади Пьяцца дель Пополо в Риме. Ультраправые протестовали против того, что они назвали диктатурой здравоохранения и ограничения свободы передвижения. Акция переросла в столкновение с полицией. Манифестанты швыряли в сотрудников сил правопорядка бутылки, камни и петарды, поджигали мусорные баки. Накануне выступления в сети появились призывы последовать примеру Неаполя, где акция протеста против комендантского часа произошла в ночь с пятницы на субботу и тоже сопровождалась беспорядками. По сообщениям из Рима, задержаны по меньшей мере 10 неофашистов, пострадали 2 полицейских. Ограничительные меры введены в ряде регионов Италии, в том числе в столичной области Лацио, в Ломбардии на севере и Кампании на юге. Премьер-министр Джузеппе Конте выступает против повторения полного локдауна в связи с новой вспышкой коронавируса, поскольку считает его губительным для экономики. Правительство, как ожидается, в воскресенье объявит о дополнительных ограничениях.